Осенью этого года в Кыргызстане пройдут вторые всемирные игры кочевников. Официальный старт подготовки к состязаниям был дан 23 декабря в Бишкеке. Все должно пройти на самом высоком уровне. На данный момент на реконструкцию ипподрома в городе Чолпан-Ата выделены деньги. Также будет построен новый трехэтажный спортивный комплекс, в котором будут проходить состязания по различным видам единоборств. Медали будут разыграны по 15 видам спорта. Подробности у Дианы Мамековой. Через полгода в Кыргызстане стартует одно из самых значимых мероприятий в мире – Всемирные игры кочевников. Сейчас полным ходом идет подготовка к этому важному событию. Сейчас мы рассматриваем медали. На неделе состоялось первое заседание экспертной группы членов Государств Совета сотрудничества туркоязычных стран. Здесь собравшиеся обсудили проект положения вторых Всемирных игр кочевников, вопросы приема и размещения иностранных делегаций, основные виды спорта, включенные в соревновательную программу. В итоге принято решение включить в программу 26 видов спорта. Это на 16 наименований больше прошлых игр. В основном это национальные игры других государств, участников соревнований. Таким образом, в соревновательную программу Всемирных игр кочевников 2016 вошли такие национальные игры других государств, как турецкая игра «Джирит». Это соревнования верхом на лошадях с копьями. В фестиваль единоборств включили еще 5 видов борьбы. Туркменский гореш, азербайджанский гюлеш, турецкий аба-гюреш, корейский сирым и российский масс-рестлинг. Это такая же борьба на поясах, как и валыш, кыргыз-күреш или казахша-күреси, отличие лишь в правилах игры. Цель всемирных игр кочевников – это не повторение Олимпийских игр или Азиатских игр. Мы от этого отходим. Мы должны здесь сохранить культуру, быт, их традиции всех народов, чтобы они предоставили свои виды спорта, как оно было. А не так, чтобы, допустим, борьба, всех в одно правило, оно тогда смысл свой теряет. Наша задача сохранить эту всю традицию, которая веками, тысячелетиями шли у этих народов. Каждый вид этноспорта имеет свою историю, философию и традицию. И каждая игра – это зрелищное представление. Новшествами вторых всемирных игр является включение состязания лучников из традиционного лука, пешие стрельбы, стрельба верхом на лошадях, массовые стрельбы из лука на дальность и на точность. Если в 2014 году по интеллектуальным играм проводились лишь соревнования по тогуз-корголу, то в этом году список увеличился. Добавлены 2 африканские игры – авари и бау, и турецкая игра мангала. Будут ли в этих новых для нас состязаниях участвовать отечественные спортсмены? И если да, то какие шансы на победу? Любой наш это выиграет любом, потому что это борьба на поясах. Кто действительно подготовленный, кто умеет хорошо бороться, он и выиграет. Шансы в борьбе во всех этих у нас есть. Тоже БАО, аварии наши уже играли на всемирных интеллектуальных играх. Наши тоже играли, могут наши тоже эти выиграть. Джирит, я думаю, если у нас Кокбыры такая жесткая игра, которая дух захватывает, здесь там более мягче, могут наши тоже конкуренцию составить туркам. Это мнение разделяет и главный тренер сборной по кыргыз-күрешу Майрамбек Атабеков. По его словам, наши спортсмены готовятся ко всем соревнованиям. По всем видам спорта будут хотя бы по несколько участников от нашей страны. Было и такое, когда наши участвовали в соревнованиях и завоевали первые места. Тогда даже члены казахской делегации сказали, что наши молодцы. Поэтому я не вижу препятствий в участии наших борцов во всех стилях борьбы. Они практически идентичны. Необходимо просто изучить правила и требования и выйти на ковер. Активно идет подготовка и гуляний на Джайло-Кырчын. Здесь так же, как и в прошлый раз, организуют старинный городок. Кроме игр, разных конкурсов, будут также продемонстрированы национальные игры, не вошедшие в список соревнований. Но и это еще не все. Этногородок немножко по-другому будет. Сейчас прорабатываются такие моменты, как, например, у нас есть Хан-Ордо, где будет основной Ордо, и вокруг него будет строиться сам этногородок. Плюс в этом году сейчас приглашаются и представители других культур тоже, такие как, например, американское посольство хотят привезти этногородок индейцев. Они приедут и покажут свою культуру.
Вот мы ездили в арабские страны приглашать арабскую культуру сюда, чтобы они приехали, построили свой этногородок и показали свою культуру. То есть не только показать нашу культуру, кочевую цивилизацию, но и цивилизации и культуру других стран тоже, чтобы весь мир, представители всех цивилизаций здесь находились. Если на прошлых играх в этногородке юрты строили по областям, то на этот раз будет проводиться конкурс. По итогам будут отобраны самые лучшие войлочные дома. Особое внимание со стороны организаторов будет уделено церемониям открытия и закрытия вторых всемирных игр кочевников. Организаторы намерены продемонстрировать грандиозное шоу. На первых играх на церемонии открытия около 1000 актеров изображали космос, зарождение жизни и быт кочевников. На вторых же запланировано через призму спектакля показать уникальную роль кочевников в процессе развития человеческой духовности и цивилизации. В этом году хотим ввести платный вход, так как желающих очень много будет. Поэтому мы заранее хотим уже начать продажу билетов. Это начиная с мая месяца, наверное. За 2-3 месяца будет прорабатываться система продажи билетов. Тогда и будем информировать о цене билетов и как они будут продаваться и в каких точках будут продаваться. На ипподроме в Чолпан-Ате полным ходом идут ремонтные работы. Здесь будет проходить основная часть всей программы. Во время проведения вторых всемирных игр кочевников Кыргызстан будет принимать и высоких гостей. Состоится заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. А чуть позже предполагается проведение саммита глав государств СНГ в Бишкеке. В этой связи идет активная подготовительная работа. Проводится реконструкция ипподрома, строятся дороги, готовится к приему и международный аэропорт в Тамче. Как отмечают организаторы, зрелищные состязания в рамках игр кочевников уже заинтересовали многие зарубежные каналы. Так, с началом соревнований прямую трансляцию увидят не только жители Кыргызстана по местным каналам, но и миллионы зрителей по всему миру. Туристический и этноспортивный проект «Всемирные игры кочевников» отражает ценности, культуру и быт кочевых народов. Проведение нового бренда на мировой спортивной арене – предпосылки единения всего евразийского континента, а в последующем и мира, говорят эксперты. Именно кочевники дали в миру много чего, создавали города, письменности, которые много чего сделали, именно много чего вкладывали именно кочевники. Вот кочевая культура, вот в данный момент актуальная культура. Почему? Потому что мы можем исчерпать именно из кочевой культуры много чего и воссоздать. Если мы воссоздаем, мы можем получить от них много источников, именно идеи мы можем. Удивить мир – такова главная задача вторых всемирных игр кочевников. На этот раз они пройдут под девизом «Единой силой, единый духом». Игры кочевников – это очень актуально, потому что мы должны показать вот будущему поколению, что у нас в древности играли такие культуры. Мы должны возродить именно, мы должны показать миру, что у нас была такая богатая кочевая цивилизация. Мы должны это всегда показать именно вот в позитивном виде. Кыргызстан стал первой страной организатором подобного международного проекта с абсолютно новым форматом и новыми видами состязаний по этноспорту. Организация крупного не только спортивного, но и культурного события однозначно сулит выгоды для страны. Одна из самых важных – красивый рекламный эффект. Город на берегу жемчужины, принимающий игры, да и вся страна предстают потенциально интересным туристическим направлением и местом для будущего бизнеса. К тому же, благодаря масштабным мероприятиям, крепнет чувство гражданской гордости и общности. Диана Мамекова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал, итоги недели.